Юнусбек Евкуров поручил создать рабочую группу, которая разработает программу по строительству новых и ремонту действующих и неработающих очистных сооружений. Поручение было дано на совещании, на котором обсуждались проблемы функционирования очистных сооружений на территории Республики Ингушетия. В настоящее время на территории региона имеется 37 очистных сооружений, из которых функционируют 15. Остальные нуждаются в капитальном ремонте. Это в своем докладе отметил исполняющий обязанности вице-премьера Магомед Ужахов. По его словам, ситуация в этой сфере в большинстве населенных пунктов Ингушетии неблагополучная. Заслушав информацию, Юнусбек Евкуров поручил комиссионно проверить все муниципальные и ведомственные очистные сооружения и совместными усилиями добиться соблюдения санитарных и экологических норм как важное условие сохранения здоровья населения. Протокол совещания. И там указать сроки, только надо продумать, какие сроки. Указать вот эти предложения, по ним поработать. Во-первых, вы правильно подметили, в любом деле должна быть хорошая программа, рабочая программа. Она будет на год, на 2, на 3, на 5, программа должна быть. Да. И под эту программу надо ее сверстать, надо ее обосновать, потому что это финансовое обоснование. И под эту программу мы можем уже заходить в федеральную программу. Малые города там, или там чистая вода, там, другие ряд программ есть. Но когда у нас есть программа. Поэтому здесь надо быстро проработать вопрос и создать эту программу. Продумать, как это сделать. Это раз. То, что протокол. Еще что-то внесете, там, досмотрите, просмотрите, там, что там, опыт региона. То, что я сейчас услышал. И следующее, вот эти все колодцы, так называемые, куда кто-то что-то сбрасывает, они не должны быть так, чтобы каждый мог их открывать. Раз. Потому что помимо того, что как бы контроль не был, все равно что-то будет там пытаться. Во-вторых, надо тогда выстроить там какую-то там систему наблюдения, контроля. Камеры, которые не специально на эти колодцы поставлены, а рядом, может, торговой точкой, в заправке. Если мы периодичность, график проверки этих колодцев, где это все происходит.